Ассаламу алейкум. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы с вами на берегах Грозненского водохранилища между старинным чеченским аулом Буганюрт, Сови аул и Алды. Священная земля, малая родина шейха Мансура, великого полководца, военачальника и государственника. Да смилостивится над ним Аллах. Это водохранилище было построено на русле реки Гойхи. Собственно, здесь и протекала Гойхи. Река, она берет свое начало с участка гор, черных гор на территории Шатойского района, в ареале Тайпа Варандой. И это водохранилище, оно было сооружено в 1961 году. Началось его строительство. Была построена данная дамба, и ближайшие территории с двух берегов, с правого и левого берега Ойхи, они были углублены. Таким образом построили вот это водохранилище. Также это водохранилище, его называют в народе Грозненским морем. Суть его — это Грозненское водохранилище. Грозненское море — это такое пафосное народное название, потому что здесь есть развлекательные объекты, объекты оздоровительные, для отдыха, проведения досуга и тому подобное. В детстве, я помню, мы приходили сюда, тогда я проживал в районе Минутки, так называемой Минутки, хотя эта площадь де юре фигурировала как Октябрьская, но это тоже народное название. Минутка, оно более закрепилось за этой территорией. На трамвае мы сюда доезжали с отцом и здесь гуляли. Ранним утром это бывало. И здесь специалисты, работники этого водохранилища, они катались на лодках и вылавливали какие-то предметы, которые тем или иным образом могли попасть. Ухаживали, одним словом. Здесь с этой стороны у нас Буганюрт, Сови аул. Здесь у нас с этой стороны это Алды. Святая земля, особенно святая земля. Вся чеченская земля дана святая. Но Алды — это особая локация. Родом отсюда был великий чеченский полководец, государственник шейх Мансур. Алды находится у нас на западном склоне западного Сюркерт. Сюркерт расшифровывается у нас как войсковая вершина чеченского. Есть еще другой Сюркерт. Из динамиков, оказывается, воспроизводится нашит. Только обратил внимание. С запада, соответственно, вот эта вершина, и есть восточный Сюркерт. Восточная войсковая вершина. Она находится между населенными пунктами Шейха Изнаура и Берткел. Пространство между ними, вот между войсковыми вершинами, называют Шинсюрюк. В основном в российских источниках из-за чеченского аула, который там находился, некоторые называют его Хайнкел, Ханкел, Хангал. Также это ущелье, этот каньон между этими войсковыми вершинами, он фигурирует как Ханкальское ущелье. И этот каньон, он настолько был защищен, и эти сопки, они настолько были защищены чеченцами всегда, потому что они стоят в центре Чечни и в преддверии уже горных, самых таких сакральных мест. И особенно они защищались. Там были многочисленные фортификации. И, соответственно, в 1807 году
генерал Булгаков. Это был очень серьезный военный деятель. Он сформировал с 3 сторон, подтянул войска. Прозвали это место Железными воротами. Настолько серьезно это был мощнейший укрепленный район. Это Ханкальское ущелье, Шинсюрюк. И вообще Сюркерты, вот эти, и западная сопка, и та сопка, они были неприступны. И он подтянул сюда войска, 8 тысяч со стороны запада, Владикавказа, со стороны сегодняшнего Дагестана, со стороны севера уже, со стороны сегодняшнего Ставрополья, и пытался пробиться через Ханкальское ущелье, через Шинсюрюк. Частично у него было успешным вот это предприятие, но долго они там не удержались. 8 тысяч корпус он собрал, мощнейший армейский корпус, и даже он не дал ему особых результатов там. Там же Шинсюрюк в 1735 году был разгромлен Каплан-Гирей Крымский, когда он транзитом, идя в Иран по приказу османского султана, чьим вассалом он являлся, чтобы ударить персов с фланга, он шел через Северный Кавказ и решил чеченцев проучить. И там же в Шинсюрюк дважды он предпринимал попытку, но это отдельная история. И вот его костяк, элита его армии, штурмовики были разгромлены. И после чего потихоньку само Крымское ханство даже перестало существовать. Гойхи. Вот за счет чего главным образом, немножко тавтология получается, хоть и разные слова по своему смыслу, главным образом образовано вот это водохранилище. Также оно как чернореческое фигурирует, но это название уже 20 века. Это Гойхи. Это не черная речка, исконное название этой речки, на котором образовано это водохранилище. Это аутентичный гидроним, согласно нашему языку, это Гойхи. Как я говорил, это Гойхи, это река, она берет свое начало в Шатойских горах над селением Гойчу. И что интересно, это то, что Гойчу, Гойист, Гойт, все населенные пункты, которые стоят на этой реке, они все имеют четкие, осмысленные, продуманные названия. Потому что Гойчу, тот же Сади-Кутер, он находится в начале ущелья одноименного, со стороны равнины, смотря откуда считать началом ущелья, или же оттуда, со стороны массивов Черных гор, или же со стороны равнины. Если со стороны равнины, то Гойчу, Сади-Кутер тот же, он находится прямо в преддверии этого ущелья, поэтому само название очень говорящее. Гойчу. Дальше, если идти севернее, то находится населенный пункт. Этот населенный пункт стоит на правом берегу, на левый берег этой реки не выходит. Поэтому это селение называется Гойист, потому что находится близ У. Это тоже чеченская дешифровка, точная интерпретация, настолько продуманные названия. Об этих вещах мало кто сегодня задумывается, не говоря о молодежи, о детях, даже взрослые, хотя эти названия говорящие, они все это не интерпретируют. Вот. Дальше идем севернее по течению этой реки Гойхи.
Следующее, какой у нас населенный пункт? Это уже Гойт. Гойт — это огромный населенный пункт, уже на плоскости. Гойист, Гойчу, тот же Садик, они находятся на северных склонах в данном участке Черных гор. А уже Гойт, он находится на плоскости абсолютной. Те еще находятся практически в предгорье. Гойист и Гойчу. Гойчу я обозначил, что прямо находится на входе этого ущелья Гойхи, прям у отрогов этого ущелья. Гойт находится прямо на этой реке, поэтому Гойт Тяглаттер, юрт, прям стоит на этой реке. И также от Аргунского ущелья западнее находится это ущелье, это теснина реки Гойхи. И что примечательно, вот если будем идти западнее от этого ущелья, то и другие населенные пункты, которые идут западнее, они тоже имеют такие же уникальные, говорящие, продуманные названия. Дальше западнее у нас какой населенный пункт от Гойчу стоит на реке? Мартанчу, там находится населенный пункт, тоже находится у отрогов ущелья, на входе в это ущелье с севера на юг. Дальше у нас находится Тянгичу, тоже на реке, которая имеет свое ущелье Тянгичу. Дальше у нас идет Рошнихи, и на нем стоит Рошничу. Далее у нас идет река Гихи, Гихчу, там также находится. Настолько продуманные названия, умные продуманные названия. В 1961 году, когда началось строительство этого водохранилища, мой отец, 1949 года рождения, он здесь со своими друзьями, одноклассниками на летних каникулах, они здесь купались, вот в этом районе, на речке. И начались строительные работы, шум, грохот, да, даже вот разрывы, землю где-то надо было ее подрывать. И, соответственно, эти дети, они испугались, встревожились они и начали взрослых спрашивать, что происходит. И им сказали, не переживайте, все хорошо, здесь строительство идет, и землю, которую надо отсечь для этой котловины, ее создают вот эту всю, вот это ложе. Такая вот вам история. Надеюсь, было интересно, познавательно. Благодарю всех за просмотры. Всем удачи. Адыкаю, Шумар Шайл. До свидания, уважаемые друзья.